Итак, здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я вам хочу показать, как выкроить рукава внизу, чтобы было полосатое или солнце, или колокольчик, как это называют, дополнение к рукаву. Итак, начинаем моделировать. У меня есть выкройка рукава. Как создать выкройку? У меня есть, я выставлю ссылочку под роликом. Итак, нам нужно скопировать нашу выкройку рукава. Так вот. Перевели нашу выкройку. Теперь определяем нашу длину. Общая длина у нас здесь будет 27 сантиметров, потому что бумага на это и хватает. Свой обхват руки там, где вы хотите, чтобы рукав закончился. И вот так вот проводите линию. Итак, мы получили полностью рукав с длиной 27 сантиметров. Итак, мы начинаем теперь моделировать. Выбираем, какой ширины нам надо, чтобы наш колокольчик был. Ну, давайте возьмем в среднем 6-7 сантиметров. Вот так вот. 7 сантиметров. Переводим прямую линию. Это самый легкий метод моделирования, поэтому хотелось показать его первым. Итак, вырезаем эту часть нижнюю. Это мы пока что убираем. Убираем лишнюю. И теперь работаем с этой частью. То есть это будем моделировать. Моделировать как? Прежде чем как вырезать, я хочу вам ее показать. Мы ее делим просто так, как мы сами хотим. Например, вот так. Вот такие вот полосочки. Последнюю можно не делать, можно немножечко уже сделать, чтобы вот здесь вот не дотронуть. Вырезаем, не доходя до миллиметра до края. Смотрите, здесь линия сгиба. Теперь вот так вот отодвигать. Возьму я уже бумагу, чтобы было видно полоску уже по-другому. Вот так вот подставляем. Вот так я вот раздвинула нашу часть. Каждая раздвижка должна быть одинаковой. Итак, теперь мы это все вычерчиваем. Поставьте что-нибудь тяжеленькое, чтобы не двигалось. Такая вот выкройка у нас получается. Мы получаем вот такую вот выкройку.
она получается вот такая вот раздвижки. Теперь подставляем и смотрим. И вот это вот наша часть нашей фалды. Не забываем, что вот эта линия сгиба. Вот так выглядит наша выкройка рукава. Это фалда, которую мы нарисовали. А здесь линия сгиба. Так вот открываем. И мы вот так вот получаем нашу фалду. Как выкраивать? Теперь эту линию сгиба убираем. Подставляем на ткань линию сгиба. Все вычерчиваем, оставляя припуск на шов 1 сантиметр. Вырезаем. Также делаем и с нашей фалдой. Вот так вот подставляем. Все это вырисовываем. Тоже оставляя припуск на шов. Вырезаем. Спасибо за просмотр. Смотрите следующий ролик. В следующем ролике я покажу, как по формуле тоже вычерчивать такую выкройку низа рукава. Это можно не только низа рукава так все моделировать, но и низ платья, низ юбки, все, что вы захотите. Не пропускаем. Спасибо за просмотр. Пока-пока.